последнее время на территории Республики Ингушетия, по данным МВД, было возбуждено 5 административных правонарушений, связанных с распространением террористической и экстремистской информации в социальных сетях. В основном это размещение запрещенной символики, музыкальных композиций и текстов из списка запрещенной литературы. Также на постоянной основе у нас производится мониторинг социальных сетей, потому что сейчас очень массовый характер носит именно экстремизм как таковой в социальных сетях. То есть, поясню подробнее. Очень много людей у нас начинают, например, по незнанию, я скажу так, по незнанию попадают, а как вы все уже знаете, незнание, оно не освобождает нас от ответственности, по незнанию начинают выставлять экстремистские материалы. Происходит это случайно. Допустим, поясню. Вот смотрите, у нас в тюрьме есть такое понятие, как арестантский уклад един, АУИ, аббревиатура, там, восьмиконечная звезда. Вот. Она с недавних пор, точнее с 2021 года, с августа, вот эта данная символика, вот это данное движение в тюрьме, оно внесено у нас в перечень экстремистских. За популярный антиправоохранительный лозунг «Жизнь ворам» теперь можно попасть под букву закона. А точнее придется заплатить административный штраф от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц. На этом наказание не заканчиваются. Есть другая сторона медали. Например, если человек хотел устроиться какой-нибудь в правоохранительный блок, куда-нибудь там на официально трудоустроиться, МВД, там, прокуратура, вот такие должности, имеется в виду, силовой блок, обозначим его так, у него сразу же начинается, что там его начинают пробивать, вы знаете, там по базам начинают смотреть папа, мама, судимый, не судимый, потому что все вы знаете, если, например, человек судим, то уже нельзя выйти ему. Потому что, как человек, который имеет судимость, может работать, допустим, в правоохранительных органах. Вот. И потом начинается лишний административный штраф, он никому не нужен. Поэтому не стоит выкладывать. Всего в списке запрещенных более 5000 материалов, экстремистская литература, песни, призывающие к нарушению правопорядка и гербы с флагами запрещенных в России преступных организаций. Тематическую литературу и музыку хранить для личного пользования можно, но передавать и распространять строго запрещено. Привлечь к ответственности могут даже водителей, которые слушали экстремистскую музыку в машине. Если же музыку вы в машине слушали, вас, например, как пассажира, вас никто не будет штрафовать, потому что не вы ее ставили, не вы управляете данным транспортным средством, вы не имеете никакого отношения. А вот именно водитель, если он ехал, понимаете, как человек начинает только ехать, он начинает, есть такое понятие, как общественное место. Он же едет по общественной дороге, он же не у себя дома ее слушает. И как только он начинает ее в городе, например, там припарковался где-то, едет, другие люди могут услышать. У нас идет автоматическое распространение данного материала. Как только идет распространение, данный водитель у нас будет уже привлечен к административной ответственности. Распространять какой-либо материал из списка запрещенных можно только в целях просвещения. Под каждой публикацией стоит отметить, что вы против суждения данного материала и осуждаете его смысловую нагрузку. Очень часты случаи вербовки людей на территории республики. Неопознанные лица за пределами Российской Федерации при помощи интернет-ресурса сбивают с толку молодых людей, которые в будущем калечат как свои, так и чужие судьбы. К сожалению, у нас в республике случился такой недавно факт, как 6 молодых людей вышли у нас, все вы знаете, что было нападение у нас на посты, там в Зязико, в юрте было нападение. К сожалению, у нас данные молодые люди были завербованы. Вербовка у нас происходит за пределы Российской Федерации, их вербуют, это очень долгий процесс. Была бы большая, огромная просьба к нашей молодежи, если кто-то со стороны вам начинает писать, например, о том, что надо навести порядок, либо еще что-то, надо что-то сделать противоправное. Все же мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Если это у нас возникает, кто-то вам начинает писать, это не происходит сразу же, что написали, вы пошли что-то противоправное сделали. Это очень длительный процесс. Если же вам начинают писать, пожалуйста, не бойтесь, не стесняйтесь. Лучше всего позвонить в 02, сообщить о том, что есть такие люди, которые что-то пытаются противоправное, подготовить вас к противоправным действиям. Соответственно, полиция, она всегда придет на помощь, окажет. Вы будете, не будете привлечены к уголовной ответственности. Только в том случае, если вы пойдете с нами, будете содействовать, соответственно. В этом месяце возбуждено 4 уголовных дела за хранение оружия, что также входит в категорию терроризма и экстремизма. Сотрудники МВД настоятельно рекомендуют сдавать свои боевые средства правоохранительным органам. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Новости 24.